Все, доброе утро. Как уже утро? Уже третий час дня. Я где-то в час проснулся. Сейчас пока серии туда-сюда грузил, делал. Вот. Оля уже куда-то с утра умотала. Сейчас надо постираться и поехать по Giant, проехать хорошо, хоть это центр недалеко, все вроде рядом тут. И заниматься велом. Помыть его надо наконец. Он может потому этот и сломался петух, что обиделся, что я его не мыл. Потому что я его еще с тебе-то не мыл. Вот что. Все, закинул вещи. Вот что я здесь нашел, смотрите. Гречка. Это казахская, что ли, да? Ага, кутулык кундулагы. Карасай ауданы. Сделано в Казахстане. Блин, я бы сейчас ее распечатал бы, сварил. Но без разрешения Оли нельзя. Вдруг это золотой запас какой-нибудь. Я все понимаю. Тут какая-то школа. Такой у них этот спортзал. Ой, площадка спортивная классная, большая. Вообще, тут школьникам вообще классно в Китае. Я бы с этой площадки вообще не вылезал бы. Ну все, вон Оля вернулась. Я сейчас поеду в магазин, посмотрю, что как. По Урумчи как раз чуть покатаюсь. О, Нейха! Оу! Капец, я офигеваю. Этот... Так, надо дом главное не забыть. Все, понял. Руль такой легкий. Я как будто с КамАЗа на какой-то спорткар пересел. Так, надо запоминать сейчас дорогу. Оу, бегун. Дороги, смотрю, в Урумчи здесь тоже веселые. Чувствуется Средняя Азия близко. Как мне эта передача заманала. Где-то Giant уже один впереди, тут должен быть рядом. Что-то по одному адресу не могу Giant найти. Приехал, если ничего нет. Хер с ним тогда. Оп, спасибо. Нихао. Вон, я вижу уже Мериду. Отлично, сейчас посмотрим.
Нихао, мне надо это. Ну, смотри, вот этот надо. Смотри, вот этот мне надо. Вот этот, блядь. Как его? Не подходит, да? Капец. Вроде пазл вроде входит, чуть-чуть другой разъем только. Нашли, петух, нашли. Йо. А есть мне два надо? Вот таких. Вот таких. Есть? Вот таких два. Есть? Йо? Два. Вот таких вот. Один, два. Йо. Два. Запасной надо, запас. Два. Йо. 两个就这一个， Иго только, да? Такой. 对老板家就是这个一个，就一个。 Блин, мне запас взять. 对老板家。 Ну вот какой велик прикольный. 有个的这个减震前叉，做工不求新，做工就是 Nomad Bicycles. Кочевой велосипед. Это вот это разве кочевой велосипед? Вот кочевой велосипед. Ай, петух нашли, в общем, зашибись. Сейчас надо эти гайки найти для крепления. Снимай, вот, it's video. Yeah, I know this GoPro. I have two. Нормально? Very good. 基本上要人就很哦，那个应该能听懂一部分了。要снимать. Wait a moment. Все снимает. Since here, bro. 没有，他让我给他录一段。它这个撑子美中不足，有点太低了啊。 Oh, sorry. 是啥？ Okay, start. Окей, поехали. See you later. See you. 不会，他那个比我的贵。This motherfuckers borrowed. Yeah, very nice bicycle. Harry bicycle. Такой водитель. Все крутит. Окей. Вообще классно. Все, не снимай. О, блин, такой велосипед. Мне сумка вообще нравится. Классно. Но далеко, конечно, на нем, я не знаю, уедешь, нет? Амортизатор прикольный.
How much такой bicycle? The same. Столько же, да? Nearly. Ну, как мой пример. $500. $500? Yeah. Nearly. 418. Ага. Very good, very good. Сейчас велик моем. Вышло, в общем, на этот. На 100 юань все. Надо вот здесь помыть. И мне сейчас за счет заведения этот моют велик. Давай. Здесь целый велорайон, веломикрорайончик такой, повсюду веломагазины. Очень удобно делают это для... Не нужно ходить по всему городу, распыляться. Зашел, приехал, тут все сразу нашел, не надо ездить. В Китае вот это мне нравится. А здесь вот я первый раз такое вообще место в Китае вижу, что столько веломагазинов на одной площади было. Вот все, высох мой малыш. Пора ехать домой, отдыхать. Все, подъехал. Надо теперь ждать. Домофон не работает. Оля. Ждать, пока кто-нибудь зайдет. Блин, не в тот подъезд случайно зашел. Если бы не эти наклейки, я бы подумал, что это в России где-то. У меня серия выходит на сегодня. Все, сейчас пошли с Олькой. Олька говорит, классное уйгурское заведение есть, где можно покушать уйгурскую кухню. Вот, я хочу какую-нибудь шурпу навернуть, в шурпе. Я же видел, он вчера же показывал. Что, туда? Чё? Машина сзади. Чё? Да я вижу, что подвинется, не трамвай. Вон все зеленое, класс вообще. И самое главное, я доволен, что велосипед у меня доволен. И вот пришли в уйгурское заведение. Интересно тут. Интерьер такой. Он сели, сейчас менюшку нам дадут. Посмотрим, что там есть. Шурпа, надеюсь, есть. Ну вот, принесли мне шурпу мою. Вот она уже, Средняя Азия, тут совсем близко, под боком. Как я мечтал по ней. Можно уже ложкой кушать. Вон сколько косточек. Получается, даже и недорого, 18 юань всего. Вот взяли мясо еще. Гулять так гулять, как говорится. Лепешечек взяли. Эх, уйгуры. Уйгуры. Люблю я вас. Фух, все, поели. Вообще офигенно шурпа. Вон сколько костей осталось. За такие деньги это офигенно. Мне тут нравится интерьер, вообще классный. Эти занавески. Все в таком тюркском стиле, как Туркмения. О, все, Рахмет. Спасибо. Тут все Рахмет тоже, как у казахов. Здесь虾整吗？哪个虾？Я вчера здесь ездил, Wi-Fi искал. Но
Нету, нашел там где-то наверху. Ну. Пробовал дуриан? Не, Сейчас протираю велик. Нормально. Слушаем вон белорусскую музыку. Вообще классная музыка. Давай белорусскую включай. Я пока ехал в Урумчи, я китайскую слушал, такая классная. Я только скачать хотел, но это забыл. Поэтому, если что, я тебя белорусскую скачаю потом. А то я коллекционирую музыку народов, стран мира. Все, доброе утро. Сейчас душ принял. Как доброе утро, уже время-то. Сегодня я, наверное, в час проснулся, в 2 почти. Режим у меня конкретно сбился. Весна, видимо, так влияет на меня. Ночью спать вообще не могу. Как кот, короче. Вот. Душ принял. Сегодня еще остаюсь. Еще, может, думаю, завтра останусь. С границей проблем, думаю, нет. До 2 мая, сегодня 26. До границы, если, 600 километров, грубо говоря. Если что, стопом поеду, как бы, до монгольской границы. Китай я уже достаточно на велике проехал. И я до Монголии фактически доехал, но вот приходится ехать в самый угол Китая для того, чтобы пересечь китайскую таможню, потому что она только там международная. Поэтому дорог у меня еще много будет, я могу отдохнуть, сейчас стопом проехать. Лучше отдохну по Урумчи, сейчас поем, гречки сварю и гулять пойду. Буду на уйгурок смотреть. Ух, такой запах же, гречка варится. Сейчас сумки мою, в общем, сейчас вещи буду перебирать вообще все. Сейчас помыл передние сумки. И сейчас буду большой баул стирать. Пускай он сушится. Ну все, постирались сумочки, сушатся. Ну раз уж я тут все вещи распотрошил, сделаю тогда небольшой обзор моего снаряжения, а то все пишут, просят, что там носишь. Я еще со времен Паттайи хотел его сделать, но так и не доходило, не было возможности. Ничего нет, короче, у меня вот бардак, ничего сверхъестественного. О, мультитул. От комаров и клещей, и слепней защита. Я ее везу, по-моему, с самого еще Казахстана. Всю Россию провез. Ее в музей можно ставить уже. Я ей не пользовался почти. Нож тибетский. Фальшфейер. Сигнальный огонь. Японский. Это я еще с Владивостока везу. Так, на всякий случай. Вдруг медведь попадется. Этого, я думаю, он испугается. Утепляшки для ног. Хитпад. Handwarmer. Надо его потеребить, и он типа тепло дает. Я его везу, тоже мне в Владивостоке дали, но я им вообще не пользовался. Надо было в Тибете им пользоваться, когда холодно мне было. Сейчас уже не надо, не пригодятся. Надеюсь. Что тут еще? Камеры запасные. Спальный мешок. Ну, ничего нет на самом деле. Все элементарно. Тут нету
сколько? Масло, баллон газовый, котелок, термос, документы всякие эти. Во, очки есть. Из пота я еще возил. Какая беспонтовая вещь. Надо их оставить где-нибудь. Место занимают только. Спичной ключик для спиц. Витамины. Дождевик. Чехол для камеры. Зубная щетка с пастой. Из отеля какого-то. Так. Леска с крючком. Тут болты всякие разные, крепления от багажника. Ключи от дома. Тут вещи всякие, там носки, там ничего интересного, то есть все мои пожитки, все, что у меня есть. Тут школьников как муравьев. У меня физкультура. Я теперь понимаю, для чего такие большие площадки. Их много детей. Это причем вторая смена, походу. Первая смена уже была. Сейчас вечер. Сейчас в волейбол будут играть. Да, классно. Я сейчас тоже схожу, прогуляюсь. Под вечерком. Сейчас как раз люди на улицу выходят, днем делать нечего, солнце печет, все на работе. Вот сейчас самое время сходить людей посмотреть. Сумки уже просушились почти. Все, пошли гулять. Время 7 еще. Самая та погода как раз, самое то время. Все, я приоделся вроде нормально. Как будто местный, как уйгур почти. Не люблю вид туриста. Ну, как ходят обычно туристы с рюкзаками, так и видно, что туристы, да? Я всегда как веду себя как местный такой. Парнишка на свидание как будто вышел такой. С уйгуркой какой. Ладно, пойдем. Столько запахов здесь в спальном районе. Капец, меня сейчас тормознули здесь. Я бог знает, где дорогу, короче, переходить. Тут женщина меня тормознула. Нормально. Такая суровая женщина вообще. Сейчас я хожу уже сколько, иду по центру города, в направлении юга. Уйгуров вообще практически не вижу я. Одни ханьцы, китайцы, уйгуров вообще мало очень. Но насколько я понял, уйгуры все на юге города где-то там, как в гетто живут. Я вот сейчас иду туда, хочу увидеть. Хочу в районах попасть. Я думаю, они меня чуваша примут. Вот здесь лепешки. Вот она тут. Средняя Азия.
броники стоят. Все дела. Пока иду, сегодня не выспался, еще иду, засыпаю. Сейчас прошли какие-то уйгурки. Блин, я им даже в глаза не могу смотреть. Такие красивые просто. С китайками так не получается почему-то. В глаза смотришь, как бы ничего не чувствуешь. А если уйгурка на тебя смотрит, они вообще какие-то колдуньи, я не знаю. Тюркская красота, она такая. Внутри прям в душе все так сжимается, я не знаю. Все, уйгуров много стало. Мечеть большая была, уже район пошел по 50 на 50, короче. Вон тюркская речь идет. Пока я только не вслушивался, еще такой возможности не было посидеть, прям послушать, на что похож, сравнить. Ну, интересно. Холодно. Натуре, как узбеки, натуральные. Это без улыбки я не могу ходить. Вот уйгуры как торгуют. Я хочу какую-нибудь лавку сувениров уйгурскую найти, посмотреть, что-нибудь вообще там интересное есть, нет. Я все равно палюсь, что я не местный, я, блин, в шортах иду, здесь все в штанах ходят. Тем более они мусульмане. Косо на меня смотрят, наверное. Но у меня штанов нет нормальных, я бы одел. О. Все, я дошел почти до самой южной части города уже, откуда я въезжал как раз. Километров, наверное, 8 прошел, 7. Сейчас пойду назад уже другой дорогой. Опа, что я слышу? Я слышу стрижей. Стрижи прилетели здесь. Может, они уже были, я не знаю. Вот я только сейчас заметил.
все, значит, уже лето почти. Растрижи. Ух, как что-то похолодало, прям нормально. Че здесь нашел? Рыжика маленького. Игрулька. Ух ты какой! Ух ты какой игрулька! Ах ты кусака! Вообще псих. Ух ты псих вообще! Ух ты псих! Весна, да, у тебя, балбесина? Ух ты! Ух ты, отшлепать тебя сейчас. Отшлепаю сейчас тебя. Дурачок. Дурачулька ты. Ты чё не дома? Выгнали тебя, что ли, балбесину такую? А? А? Психа такого. Выгнали, да, из дома? Вообще боевой кот. Тепло, хорошо сейчас. Гуляй, гуляй не хочу. Ладно, Котофейка, пока. Пойду я тоже гулять дальше. До дома топать. Сейчас еще надо куда-нибудь в Уйгурское какое-нибудь заведение перекусить, насладиться уйгурской едой. Ух, еще дождик пошел, накапывает. Надо домой спешить. Сейчас, может, Толя домой придет. А ключи одни, а они у меня. Сейчас время 11 час, уже я загулялся, что-то иду и забылся. Ого, некоторые вывески тут по-русски пишут. Он медицинского механизма по животноводству, ветеринарная аптека ветеринарная. Прикольно. Ну, я знаю, в Урумчи много на закупки приезжают из Казахстана. Из России не знаю, но в казахи ездят алматинцы в Урумчи. Вот, видимо, в аптеке заезжают ветеринарные затариваться. Доброе утро. Сейчас сижу, обдумываю по снаряжению, что как расположить. Я вот думаю, что, может, резину поменять мне на велике. Потому что вот эта швальба, я уже рассказывал, жена у меня уже 15 тысяч отъездила. Потому что следующая возможность у меня вообще что-то сделать с велосипедом будет только, скорее всего, в Барнауле. А до Барнаула мне еще пиликать и пиликать. Наверное, 1002 километров. И мне не хочется в Монголии застрять из-за чего-то. В принципе, эта швальба, наверное, отходит. Но сколько, наверное, уже было в моей... Вот за это восточное кочевье, когда я тоже думал, наверное, еще отходит. А потом она шлепала в самый неподходящий момент. И пока есть возможность, надо посмотреть резину вообще хорошую. Опять же туда съезжу. Да вообще надо сейчас прогуляться, съездить. Посмотрел, музей есть. Может, в музей какой-нибудь зайду, посмотрю. Музей Урумчи или провинции. И вообще мне по-хорошему, конечно, надо троса менять. Троса тормозов и переключателей. Потому что они уже подржавели немножко. Вот минус, кстати,
таких тросов, то что по сравнению с этими, с гидравлическими тормозами, что они ржавеют, там конденсат, все дела скапливаются, их раз в год с моей эксплуатацией надо раз в год как минимум менять. Но это не критично, я думаю, это буду в России только делать. Здесь не хочу. Потому что здесь как мастерам я не очень доверяю. В России хоть можно все объяснить, как бы без проблем, что тебе нужно, и сам можешь сделать. А тут не хочу, в общем. Я не потерял выжимку, нашел ее. Я ее просто в кармашек один засунул. Я так и знал, что я ее не потерял. Ну все, значит, не надо мне выжимку. Отлично. Все, я прикатил на то же место, вон, смотрю. Я вот что вспомнил, мне же надо велобахилы еще найти. Вот. Да, снимаю. Вот тут в магазины пока заходил, он встретил человека нашего из Узбекистана, из Хорезма. Как зовут вас? Мунир. Мунир. Вот. Так приятно, прям русскоговорящих встретил, так здорово. Вот, оказывается, эти запчасти поедут в Атырау. 音箱多少钱啊？ Так что кто в Атырау, казахи, дорогие мои, вот, приезжайте, берите запчасти. 那个红山那个地方有专门有卖音响的。 Сейчас вон петух взял запасной за 30 юань. Нормально. Все, с покрышками здесь выбор худоват. Я, короче, взял запаску 700 там на 35. Запаски, я думаю, хватит. Недорогую взял. И он камеру взял еще. Все, в принципе, больше ничего мне не надо. Все, можно помотаться по городу, пробочек пославливать. Там дорога всегда открыта. Такие девушки красивые здесь ходят все. Я вообще одна краше другой, прям залюбуешься. Шея свернется просто. Но на дороге нельзя такими вещами заниматься. Надо смотреть только на дорогу. О, эстакад вообще здесь много. А что, туда нельзя, что ли? Мио? Туда. А? Туда Мио, что ли? Побольше. А что там находится? Туда? А, там? Окей. Нифига у них там какой-то район оцепленный вообще. Не пускают. Что ж там за гетто такое? Ой, сейчас плова поел. Пловчика. В уйгурском заведении, блин. Наелся.
соскучился. Сейчас домой надо ехать. Все, лежу, отдыхаю. Завтра уже точно поеду, буду собираться. Спать, отдыхать.